Здравствуйте, дорогие телезрители! На передаче «Буддийский путь» мы будем рассказывать о выдающихся личностях, которые изменили родной край, которые внесли огромный вклад в развитие социально-экономического, политического развития. И сегодня мы будем рассказывать о очень выдающемся человеке, которого зовут Монгуш Лобсан Чимит. Он является сыном Шокар Чульдымоглу. И он родился в 1888 году в местечке Узугаксхы в Сумоне Ак в Барунхеймском Кожуне. И в 12 лет его родители отправят учиться в Устюхуре, недалеко от Чадана. И в те времена это был один из больших университетов. Устюхуре это был центром буддийской культуры, буддийского образования, куда принимали маленьких уроков. И учителем Лобсан Чимита был Камбалама Устюхуре Лобсан Чамзы. Он обучил его читать, писать на тибетском языке и старомонгольском языке, чтобы он начал читать священные сутры на тибетском языке и читать документооборот. В те времена все чиновники умели писать на старомонгольском или классическом монгольском языке. И после успешной учебы в Устюхуре самых продвинутых и умных ребят отправят в Монголию, в монастырь Ганден. И, насколько мы знаем, Устюхуре это было центром буддийского образования. И там была школа Зинда или дом Зинда, где обучали хураков первым ступеням или 5 наукам. И обучали первой науке, как прамане или логике. И там ознакомливали другим наукам, как мудрости, постигающей пустоте, как философском воззрении Мадхьямики, как Абхидхарме и Винае, монашеской дисциплине. И те ребята, которые хорошо прошли первый этап, их отправляли в Монголию. И вместе с Лобсан Чимитом обучались такие выдающиеся учителя, как Геше Севен, Геше Шойдан, Геше Норбу, Кулар Дондук и другие учителя. И когда они учились в Монголии, в монастыре Ганден, они сразу переходили на второй этап и изучали предмет Пражняпарамиты, которым обучают 6 лет, потом переходят на курс Мадхьямики, потом на курс Абхидхармы 2 года и на курс Винаи 2 года. И таким образом Лобсан Чимит, он мог завершить и защитить степень Геше после 11-летнего курса обучения в Гандене. В Монголии в начале 20 века насчитывалось 7000 монастырей, и 57 монастырей были самыми сильными монастырями, и одним из них является Ганден. И в Гандене было 11 дацанов, и один из дацанов назывался Таши Чомпел. И в этом монастыре обучались тувинские хураки, тувинские ламы. И в год защищали степень Геше более 56 хураков. И после защиты ученой степени доктора наук они возвращались на родину. И в 1921 году Лобсан Чимит, защитив степень Геше, он возвращается на родину и начинает духовную службу в Устюхуре. И с момента образования Тувинской Народной Республики
независимого государства в 1921 году по 1944 году. На первом этапе возникла потребность в создании письменности, и эту роль сыграл Монгуш Лобсан Чимет. Он вместе со своим учителем Лобсаном начал создавать тувинскую письменность на основе немецкого алфавита. И они пробовали использовать другие языки, но пришли к выводу, что ни тибетский язык, ни классический монгольский язык не являются и не отражают всю фонетическую основу, и буквы они не подходили для тувинского языка. И на основе немецкого алфавита был создан тувинский алфавит, куда входило 10 гласных букв и 18 согласных букв. И письменность создали очень быстро, и в 1928 году этот проект направили в правительство ДНР. Кулар Дондук принял эту письменность. И в 1929 году на всеобщем собрании ЦК ТНРП на партии вместе с Шагдыржапом, Чурмитажи и Нацовым этот проект утвердили, и он вошел в обиход, и все тувинцы начали изучать тувинскую письменность на основе немецкого алфавита. И на этом языке, на этой письменности начали издавать печатную продукцию. Но в 1930 году, когда начались перемены в обществе, начали осуждать всех лам, началась деятельность по уничтожению старой прослойки, начались репрессии. И в 1931 по 1932 год все имущество Монгуш Лобсан Чимета было конфисковано, и его поймали и приговорили к 5 лет. Он уехал в Иркутск и там долгое время провел в тюрьме. В 1941 году его приговорят к высшей мере наказания. И с тех пор прошло уже 80 лет, как с нами нет Монгуш Лобсан Чимет, который знал 8 различных языков, который владел в совершенстве языки не только тувинские, это и тибетские, старомонгольские и другие языки. Он хорошо знал буддийскую философию, он являлся геше, доктором, ученым, просветителем, создателем тувинской письменности. Если мы вспомним первого Камбаламу Устюхури Лобсан Чамзы и его ученика Монгуш Лобсан Чимет, у Лобсан Чимета были свои ученики. Это были иерархи, это были самые выдающиеся, умнейшие интеллектуалы, образованные люди, которые создавали новую культуру, создавали новое государство. И благодаря им появился новый интерес и появились новые цели в жизни тех времен у большинства тувинцев. И если мы сейчас будем сравнивать тех учителей и сегодня, то после возрождения буддизма в Туве в 1992 году в нашу республику приехал его святейшество Далай-лама XIV. Благодаря его визиту в Туву буддизм получил новое рождение и появилось новое дыхание. И 6 июля будут отмечать его день рождения, его святейшества Далай-ламы.
И Далай-лама является духовным лидером всех буддистов нашего мира. И у него есть 3 принципа, которые он придерживается в своей жизни. И первый принцип является, что все мы люди, все мы одинаковы, и мы не различаемся ни по национальности, ни по социально-демографическим характеристикам. Потому что если мы возьмем более тонкое тело, то это тело, оно одинаково, как у мужчины и женщины, как людей разных религий, как разных национальностей. Все мы люди, которые проживают на планете Земля. 7 миллиардов людей, они одинаковы по психофизическим структурам, по духовной составляющей. А также его святейство Далай-лама, он придерживается принципа как сохранения буддизма на этой планете, потому что буддизм — это не только религия, это наука об уме, это глубокое философское воззрение, которое появилось еще во времена Будды, и уже за это время она сохранилась и получила рассвет и в Америке, в Европе. И 6 июля в городе Москве тоже будут отмечать его день рождения. И британский режиссер, он создал фильм о его святействе Далай-ламе XIV, который называется «Не забывайте Тибет». И вы можете посмотреть в интернете этот фильм, подключиться к празднованию дня рождения его святейства Далай-ламы, где будет проведен не только молебен, но и будет проведен концерт, будут раздавать угощения. И в нашей республике 6 июля в зале Дома народного творчества в 3 часа начнется празднование этого праздника с молебном. И потом уже будет проведен концерт. И этот концерт посвящен марафону в честь строительства Центра восточной или тибетской медицины, который будет строиться в монастыре Хуре Ногандариги в поселке ПГТ Кахем. И настоятель Аянол Пашке, он возглавляет этот проект строительства Центра восточной медицины, и он приглашает всех принять участие в этом концерте, марафоне, и приглашает всех жителей Тувы принять участие в праздновании, в марафоне и приобрести билеты в зале, чтобы посетить это мероприятие в зале ДНТ. И когда мы будем памятовать о наших учителях, которые жили в начале XX века, и будем вспоминать деятельность духовного лидера, его святейства Далай-ламы, который является живым воплощением Чинрезих, мы будем укреплять развитие буддизма в нашей Туве, будем следовать преемственности буддизма, мы будем развивать свои духовные качества, развивать свои способности, и эти способности, они связаны с помощью и практики сострадания, альтруизма. Эта практика связана с ахимсом, как непричинением вреда всем живым существам. С праздником вас, с днем рождения его святейшества Далай-ламы XIV. Спасибо большое, до свидания.